Слово для выступления предоставляется иному лицу, представителю Министерства юстиции Кыргызской Республики Курманбаевой Аиде Маратовне. Пожалуйста, Аида Маратовна. Уважаемые судьи, изучив и проанализировав ходатайство, Министерство юстиции пришло к следующему выводу. В своем решении от 5 марта 2014 года Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики отмечала, что Конституция установила, что судьи всех судов Кыргызской Республики занимают свои должности и сохраняют свои полномочия до тех пор, пока их поведение является безупречным. Нарушение требования безупречности поведения судей является основанием для привлечения судьи к ответственности в порядке, определяемом Конституционным законом. Статус судьи определяется точным и правильным исполнением судей всех своих законных полномочий. Особый конституционно-правовой статус обязывает судью придерживаться закрепленных законом требований и означает готовность соблюдения возложенных на него ограничений, то есть судья обязан независимо и только на основании профессиональных знаний и внутренних убеждений на ведение справедливого правосудия. Привлечение судьи к дисциплинарной ответственности имеет специфику, обусловленную его специальным конституционно-правовым статусом. Однако, в свою очередь, обеспечивает равновесие между бесконтрольностью и безответственностью судьи и независимостью судьи, его обязанностями перед обществом. Конституционный закон Кыргызской Республики о статусе судей Кыргызской Республики также установил гарантии независимости судей, которые обеспечиваются, в частности, запретом вмешательства в деятельность судьи, несменяемостью и неприкосновенностью судьи. Однако данные гарантии не носят абсолютного характера и не исключают возможности привлечения судьи к дисциплинарной ответственности, в том числе посредством досрочного освобождения от занимаемой должности, в случае совершения им в процессе осуществления правосудия дисциплинарного проступка, несовместимого с безупречностью поведения и высоким званием судьи, подтвержденного решением Совета судей. В соответствии с частью 2 статьи 12 Конституционного закона о статусе судей Кыргызской Республики никто не вправе требовать от судьи отчета по конкретному судебному делу, за исключением случаев, когда в соответствии с указанным Конституционным законом рассматривается вопрос об ответственности судьи. Так, согласно статье 28 указанного закона, судья привлекается к дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного проступка. Под дисциплинарным проступком признается виновное действие или бездействие судьи при исполнении служебных обязанностей, либо во внеслужебной деятельности, выразившейся в том числе в очевидном и грубом нарушении законности при осуществлении правосудия. В этой связи необходимо отметить, что в соответствии с вышеуказанным законом судье гарантируется его независимость путем установления запрета вмешательства в деятельность судьи. При этом судья должен нести ответственность за нарушение законности при осуществлении правосудия, поскольку статус судьи определяется повышенными требованиями к его приобретению и прекращению, установлением высоких стандартов к личности обладателя, квалификации и поведению, усилением ответственности за ненадлежащее исполнение судейских полномочий. Исходя из изложенного, следует полагать, что часть 2 статьи 12, пункт 1 части 2 статьи 28 Конституционного закона Кыргызской Республики о статусе судей Кыргызской Республики не противоречит указанным статьям Конституции Кыргызской Республики. Спасибо. Спасибо, Аида Маратовна. Уважаемый Курманбек Белекович, у вас есть вопросы к Аиде Маратовне? Микрофон включите. Нет, уважаемый. Ирлан Абулбекович, есть у вас вопросы? Вопросов нет. Спасибо. Уважаемые судьи, есть вопросы? Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо.